Это новости экономики в прямом эфире. Здравствуйте. В студии работает Нургуяна Иванова. Минтруд России предложил выделить дополнительно 120 миллиардов 700 миллионов рублей на предоставление материнского капитала в 2020 году. Изначально на выплату материнского капитала закладывалось 316 миллиардов 200 миллионов рублей на текущий год. Увеличение средств предусмотрено с учетом поручения президента Российской Федерации Владимира Путина расширить программу мат-капитала на первого ребенка и повысить размер выплаты. Проект поправок о расширении программы материнского капитала поступит в Госдуму до конца первого квартала 2020 года. Валовой региональный продукт Якутии вырос на 3,5% в 2019 году. Индекс промышленного производства также отмечен ростом на 11,5%. Установлены рекорды в добывающей промышленности. Так, добыча газа увеличилась на 60%. Добыто 14 миллионов тонн нефти. В рейтинге по индексу развития человеческого капитала Якутия занимает первое место в округе и шестое место в стране. С такими итогами на совещании глав дальневосточных регионов в Москве выступил глава Якутии Айсен Николаев. Он также добавил, что в целом прошлый год стал прорывным для республики в решении вопроса строительства Ленского моста как ключевого элемента северного широтного пояса. Кроме того, Якутия достигла показателей опережающего экономического роста, в том числе благодаря привлечению инвестиций. Правительство республики предложило создать на базе авиакомпании «Якутия» специальную авиакомпанию для перевозок по Дальнему Востоку. Соответствующая просьба уже направлена в адрес федерального Минтранса. Отметим, что тема создания авиакомпании для подобных полетов обсуждается несколько лет. Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам совещания с правительством в декабре прошлого года поручил внести предложение о создании специальной авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Также известно, что Аэрофлот предложил создать такую авиакомпанию на базе его дочерней «Авроры». Власти Якутии намерены привлекать лучших мировых экспертов при реализации проекта строительства автомобильного моста через реку Лену. При этом внимание будет уделяться также и местным подрядчикам. Об этом заявил глава якутского Кабмина Владимир Солодов. По его словам, ставка будет сделана на местных подрядчиков по очень многим направлениям, поскольку полностью привозить строителей со стороны это нецелесообразно. Он также назвал проект Ленского моста уникальным. Подобный проект ни разу не был реализован в мире, поэтому в его разработке примут участие российские и зарубежные разработчики. Компания «Алроса» произвела 38,5 миллионов карат алмазов в 2019 году. Это на 5% больше, чем годом ранее. Отметим, что основной объем добычи обеспечил Нюрбинский ГОК, который получил свыше 10 миллионов карат алмазов. Данный результат обусловлен четырехкратным увеличением добычи на Баотабинской трубке. В свою очередь, Удачнинский ГОК нарастил производство на 44% и за прошлый год извлек свыше 5,5 миллионов карат алмазов. Это удалось благодаря выходу на проектную мощность подземного рудника. Что касается Айхальского ГОКа, то по итогам года прошлого произошло сокращение объемов производства на 14%. Показатели сократились из-за снижения содержания алмазов в руде. Мирнинский ГОК также снизил производство алмазов на 28% до 3 миллионов карат. Это вызвано сокращением объемов добычи на трубке «Интернациональная» из-за сложных горно-геологических условий производства. В продолжение темы компания «Алроса» планирует восстановить рудник «Мир». В данное время компания проводит буровые работы для доизучения кимберлитовой трубки. Над проектом восстановления рудника работает институт Якут-Днепроалмаз «Алроса». Для этого компания провела международный конкурс, по итогам которого был найден оптимальный вариант. После буровых работ начнутся исследования полученных образцов кимберлита. В начале 2022 года геологи смогут сказать, какие запасы хранит в себе месторождение. По оптимистическим прогнозам специалистов, строительство нового рудника может начаться в 2024 году, а добыча алмазов в конце 2020-х годов. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.